будто мы говорили все это время, пока не Конечно, запустился конечно. прямой эфир. Мы сейчас уже... Воскресенье Ура! вечер, Yes! воскресенье вечер, мы с вами в прямом эфире. Наконец-то мы счастливы. А Виагра пела песню «А я простила его». Опять. Это наша 5-я попытка. Почему мы поем? Потому что мы в музыкальной квартире семьи Ахмедовых. И это наша 5-я попытка выйти в прямой эфир с новым оборудованием, с новой супер-мега-программой, с обновленной Лейлой. Кстати, сегодня Лейла Лерон. И Алсу Хафиз с вами. Да, мы живы, мы выжили в этой самоизоляции и готовы снова, надеюсь, радовать вас своими выпусками. Из хороших новостей сразу расскажу. Мы приобрели отличное современное оборудование, новое. И это здорово, мы приобрели его с вашей помощью, благодаря вашим донатам. Спасибо вам огромное. Что мы взяли? Давай. Мы взяли Шкаф хороший, румынский. Мы взяли микрофоны, потом хороший классный штатив, но микрофоны сейчас, как вы видите, на нас нет, потому что количество людей жаловались на звук Да. и писали об этом в комментариях. Но мы решили просто говорить громче. Нет, на самом деле, ребят, все будет. Мы скоро все эти технические... Ну, не мы, мы-то так, говорящие головы. Айнура обязательно все эти технические неполадки исправит, и все будет очень круто. Надеюсь, что и этот выпуск вы обязательно посмотрите. Что еще? Залайкаете. И за нами классный бэкграунд. У Радифа, нашего любимого Кашапова, вышел новый клип «Китня Пазанна». И вот в честь этого праздника мы решили вот так вот отметиться. Да, это клип, это такое своеобразное признание в любви Казани, потому что Казань и вообще свои родные города очень удобно любить на расстоянии. Вот. Пазаннан китеп. Я примерно делаю то же самое. Что еще мы должны были сейчас сказать? Смотрите, это же прекрасно. Ну, как вам это? Это сервис бабушки Айнура. Это приданное. Да. Представляете, какое богатое приданное у человека. Я думаю, что у многих есть такие прекрасные сервизы. У кого есть, прямо сейчас ставьте лайк, потому Из что вы в таких теме. чашек вкуснее пить Да. холодный чай. Теперь отвалились все, кто просто случайно попал на этот прямой эфир, А фанат Салата Подходинова. подключились. Но сегодня не про это. Мы, как всегда, собираемся для того, чтобы обсуждать татарские новости. Да. Про татар, около татар. Возмущаемся, радуемся и Я, все. кажется, так соскучилась по этому. Я тоже. Давай отбивочку. Итак, первая новость. Миниханов будет баллотироваться на новый президентский срок. И в этом его поддержал... Наш президент. Это какой-то каламбур. Так вообще бывает? Президент Да, так и поддержал должно быть. президента? Так и должно быть. Да? А же говорят, что глава. Кто так говорит? Покажи мне, кто это? Люди. Вот, знаете, я несколько раз мне повезло быть на собраниях президента, да, при президенте, и каждый раз, когда это было не федеральное, президента звали на сцену как президента, да, а как только это какой-то федерального масштаба было совещание, то говорили глава А республики. кто это говорил? Наши местные татарстанские так Да. говорили? Ну что за... Ну, то есть так его презентовали. И видно было, что даже вот в брошюрках или везде было написано глава. Не верьте этому, друзья. В Татарстане у нас президент Рустам Нургалевич Минниханов, и он, соответственно, у него заканчивается очередной срок правления. Я Не думала, какой-то. там по наследству передается. Нет, не по наследству. Подожди, у него пока молодой сын. И ориентировочно 13 сентября в Татарстане будут выборы, где мы будем выбирать президента Республики Татарстан. А вы уже знаете, за кого? Подожди, еще нету всех кандидатов. Претендентов. А есть ли они? Да, есть. Кого ты видишь?
Они есть, просто мы про них пока не знаем. Ну понятно. Ну, я не подготовился. Ну, я знаю, что от «Единой России» будет еще баллотироваться сейчас действующий министр транспорта. Ленар Сафин. Как мои знакомые голосуют. Хотела сказать, моя мама сотрем это. Ну, татарин проголосует. Обычно так это происходит. Ну, татарин, да, одно из важных условий, ну, наряду там с компетенцией, нужным возрастом и образованием, президент Татарстана должен знать татарский язык и на нем свободно разговаривать. А для чего? Он не употребляет практически даже мини-хан. Шевинде, шуточки. Ашаган білмей, тураган біле. Не, на самом деле, опять-таки же, если вспомнить, потому что я хожу вот на эти совещания, он периодически вставляет татарские шуточки, и половина зала просто ухахатывается, а другая половина... Учите татарский, чтобы понимать юмор. Короче, приятно быть в теме, и вот, типа, вот, только я понимаю его шуточки. Ну, это как в татарском театре. В татарском театре есть такая история. Сначала смеются татары, потом доходит как бы перевод до русскоязычной аудитории, смеется русскоязычная аудитория, и только после этого смеются опять татары над русскими. Не, на самом деле, вот я ходила с русскими, да, которым переводили, некоторые шутки вообще не переводятся. Ну, это не смешно уже, когда ты перевел. Да, им не смешно, а нам это реально смешно. То есть это такой чисто татарский юмор, как у англичан же бывает, все тонкий. Я во время одного из Наурузов, фестиваля, который проходит в Казани, была на, по-моему, это был азербайджанский спектакль. Азербайджанцы, они же очень эмоциональные, они очень так активно машут руками. Я тоже была в наушниках. И на сцене что-то такое происходило, там очень был активный диалог, махали руками, а у меня в наушниках было непереводимая игра слов. Вот это я смеялась. Не, а у нас же тоже, это же ужасно. Я люблю тебя, Сервер. Я люблю тебя. А на сцене Сервер! Там такая игра актера, да, там просто смерть и любовь, все в этом кишки, там, ну все вместе. А что ты думаешь, в ушах тоже должно быть эмоционально? Конечно, как красивый такой дубляж, правильный. Тогда будет отвлекать от сцены, нет? Если вы вот смотрите спектакли именно с дубляжом на русский язык, скажите, пожалуйста, как вам комфортнее и интереснее. Потому что мои знакомые обычно снимали середину спектакля и просто как, хотя бы на картинку посмотрели, потому что она... А в театре оперы и балета идет сверху титр. Тоже хорошо. Как вариант. Да. Я была в театре «Угол». Они сделали очень классный спектакль про репрессии. Он был полностью на татарском, а как бы этот театр, он русский, да? И туда привыкли ходить русские зрители. Русскоязычные. Да. И для них сделали титры. Хотя они отличались по переводу, я уж видела там, что... Ну, смысл оставался. Смысл оставался, да, потому что, опять-таки же, скорее всего, может быть, они так учили текст, но в какой-то момент все равно артисты забывают текст, добавляют что-то свое, и... Ну, это как мы с Лейлой. Мы не любим работать по заранее заготовленному сценарию. Хотя иногда периодически у нас есть, но как бы мы ушли от темы, вышли далеко. Поэтому мои... Так что сейчас учите татарский не только чтобы понимать юмор, но и чтобы стать президентом Республики Татарстан. Отбивочка. Наша любимая тема. Мы обещали, что она будет весь год освещаться в нашем шоу. Я раньше с сарказмом к этому относилась, но сейчас действительно полюбила. Серьезно? Когда дата прошла? Нет, просто меня начали звать на фотосессии, на какие-то видео сниматься. Я прям кайфанула. Кстати, может быть, было же мое видео? Нет. Столетие ТССР. К столетию ТССР одно из высочайших зданий мира, Бурдж-Халифа, в Объединенных Арабских Эмиратах, было украшено флагом Татарстана. Как ты относишься к этой новости? Ну, я была, гордость. Я была на башне наверху. Не про этого. Как бы и, наверное, да, масштабное здание, и это войдет в историю. Я, когда в первый раз прочитала эту новость, думаю, прикольно, вот татарлар имя, булдралар. А потом посмотрела другие фотографии, там периодически флаги там любых республик, любых народов просто транслируются на эту башню. Периодически. Да. Ну просто они такие дружелюбные, и чтобы про них говорили все, да, то есть они сделали такую акцию. Хороший маркетинговый ход.
все помнят про Дубай, и все будут к ним лояльно относиться, и будут приезжать как туристы и любить эту страну. Да, и такое это уже превращается, наверное, в флешмоб, что ли. До этого несколько месяцев назад Ниагарский водопад окрасили флаг Татарстана, а непосредственно в сам день принятия декларации о создании ТАССР Ельцин-центр в Екатеринбурге также окрасился в цвета татарстанского флага. Вообще у меня вопрос к этому столетию ТАССР. Нет, вопросов много. Один, который меня волнует, я не могу найти на него ответ. Ну-ка. Почему татары в других республиках и даже в других странах так рады этому празднику, всех поздравляют с этим праздником и вообще считают, что они как-то к этому причастны? Ну, во-первых, люди не особо понимают в истории, вообще, как это произошло, почему это произошло, праздник ли это на самом деле, да, есть ли что праздновать. Да, событие случилось, событие есть, но назвать его праздником... Ну, окей, ну как бы не праздник, а памятная дата. Памятная дата, да, тогда да. Ну, окей, почему тогда мы в Татарстане, например, не отмечаем какое-нибудь столетие создания еврейской автономной области? Потому что, не знаю, зачем нам праздновать? А зачем тогда татары в какой-нибудь условно Новосибирской области поздравляют всех со столетием ТАССР? Да, ну, понимаешь, у нас такой народ, да, русский, как говорится. Но те, кто на Руси живет, мы любим праздновать. И нам дай вот повод радоваться жизни. Понимаешь, сложно, тяжелая жизнь. Девочки, тут просят вас в чат зайти посмотреть. А мы не можем. А ты же можешь можешь прочитать? прочитать? Давай, Диана Ниязова пишет «Салям». Салям, Диана. Дон Корлеоне пишет «Исян мисс». Салям, Дон Корлеоне. А потом Рик Филм Сургут пишет «Классно руками показала». Вот это же из сериала, друзья. Покажи еще раз, я научусь только медленно. А потом Рик Филм Сургут пишет «Вы не читаете чат?» Теперь читаем. Айнур будет периодически читать. А потом Дон Корлеоне пишет «3 калеки смотрят». Но на самом деле 8. А потом посмотрит 8 тысяч. Дон Корлеоне, пожалуйста, не забудьте. Лайкуй, комментарий. Да, давай читать, если будет что-то интересное, на что можно отреагировать. Хорошо. Про столетие ТАССР, что еще хочу сказать. Мне үшін региондағы татарлар шулай хурмат итә датаны. Может быть, потому что Татарстан и Казань для них это такая вот Мекка, такая вот символичная родина, что мы как-то вот хотим быть причастны к этому Татарстану. Скорее всего. Ну, просто вот у татар что-то происходит, и я тоже татарин. Да. Давай-ка я вот буду к этому тоже как-то Хотя, причастна. вот по сути, мне кажется, это абсолютно абсурдно. Ну, ты знаешь, я когда первый раз мы это обсуждали, да, про столетие ТАССР, я рассказала, что я говорила про... Ну, то есть, когда я учила историю, то нас учили, что Идель-Урал намного должно было быть Ты круче, училась масштабнее. на пике национального самосознания в Татарстане. Да, и то есть я ходила на все эти митинги. Тогда еще можно было? Вот, и нас так учили. И я поэтому... Для нас это было как поражение, когда нам дали вот это вот ТАССР, да, организовать, то Идель-Урал не случился, и это было все-таки для татар поражением. Да, поэтому для меня это как бы дата памятная, но не праздничная. Но разреши еще одну новость про столетие ТАССР озвучить. Пожалуйста. Это очень странное событие. К юбилею ТАССР возле Института культуры и искусств к столетию установили капсулу времени. В этой капсуле времени флешка. Слово флешка уже смешно звучит. На 2 терабайта. Что на этой флешке? Скорее всего, видео, фото, связанные с ТАССР. Нет. Нынешняя музыка, что ли, эстрада? Да, там музыка, там концерт оркестра и другие видео, которые скинули люди, которые живут в Поволжье через соцсети. И вот, через сколько лет его должны скрыть? Этот Да капсул? пусть лучше не вскрывают. Нет, на самом деле, я просто уже изначально жалею человека, который это будет скрывать, и потом должен будет расшифровывать это и писать отчет. Представляешь, через 100 лет. А они, знаешь, что еще говорят? Я посмотрела видео с открытия вот этой всей штуки,
Это еще не все. Тантаналы Meclis. Yonda bir neçe kişi yılған идоларына маскалар киіп асыптыралар арматурит. Это еще не все. Оказывается, эта коллекция будет пополняться, потому что в этой коллекции нету фольклора, нету анекдотов. Частушек, Мейтлер. Короче, да, очень странная эта капсула времени. Можно было бы, наверное, что-то интересное найти. И если это интересно, то это еще параллельно выложить в интернет, чтобы и нынешние жители могли это посмотреть. Не только те там наши дети. И, наверное, это все-таки должна быть какая-то качественная подборка, какие-то оркестры, качественные, может быть, театральные постановки. Ну, никак не самодеятельность. Но татарская эстрада, ну, окей. Ну, тоже нужно для примера, чтобы, когда через 100 лет... А через 100 лет татары будут еще? Ну, которые себя будут думать, что они татары, наверное, будет. А знание языка уже... И вот осталось несколько Под татар, вопрос. которые называют себя татарами, открывают флешку на 2 терабайта. А там А Салават там- Минимал Фирдус Тимаев! и мертвая кошка. Псипюглидул гурык. Эйхнеде. Ну и завершая тему столетия ТССР, у нас есть еще одна новость. Не знаю, видели ли вы это или нет. Есть ли среди наших зрителей те, кто смотрит Первый канал? Пожалуйста, проголосуйте. Внизу оставьте комментарий. Смотрите ли вы Первый канал? Телевизора у меня нет, поэтому я уже очень много лет не У смотрю. тебя есть интернет. Но я не смотрю ни одной программы из Первого канала. А жить здорово! Нет, даже жить здорово. Ну, какие-то кусочки, которые Гарик Харламов все выкладывает, я вижу. В общем, Первый канал так очень своеобразно поздравил со столетием ТССР, Республику Татарстан. И там прям, я цитирую ведущего, «Дело такое, без татар никакой бы России, как ее мы знаем, и весь мир тоже, не было бы точно». И мы такие, когда это вообще скинул Айнур нам в чат, и мы увидели это видео, у нас такое... Я «А сначала что это подумала, было?» я подумала, что это пранк какой-то. Ну, типа вот этот ведущий решил так Да. попранкануть. Ну, просто его попросили московские татары, так сказать. Ну, есть же в КВН. Знаешь, в КВН, когда они записывают что-то на фоне вот этих новостей. Просто, смотрите, в прошлом году было столетие Башкортостана. Я не помню таких видео. Так это я это пропустила. Без тебя отдельного не... Нет, я бы увидела, у меня много как бы башкир, на кого я подписана, которые, ну, как бы топят за эту всю башкирскую тему, и, наверное, бы они выложили. Но давайте следить за удмуртами, потому что Скоро очень удмурты скоро, будут, да, столетие Удмуртской республики, и посмотрим там, что скажут про удмуртов. Была ли Россия вот такая, как есть, если бы не было удмуртов? Да. Итак, есть новые сообщения. Немножко не по теме, но тем не менее, давайте так. Пишут: девочки, вы настоящие патриотки Татарстана, умнички, так держать. Рахман. Это пишет Рик Фильм Сургут. Горо Жанин пишет: черненькая, выходи за меня. Черненькая, кто это из вас Это черненькая? Алсуш. Горо Жанин, напиши слева или справа, Лейла или Алсу. Напиши. И напиши немного о себе, кем работаешь, где живешь. Дальше. Дарквуд пишет: салям с Урала. Ура! Рики Фильм опять пишет: хохотушки. Гора Жанин пишет: черненькая, замужем? Если нет, выезжаю из Саратова к вам. Это человек из Саратова. Мы уже... Саратов. Да, он еще, кстати, написал, что справа все-таки, Алсу, про тебя речь. Алсу, ты замужем, скажите? Нет, я не замужем, я говорю это в каждом выпуске. Дальше. Извините, Гора Жанин это вместе горожанин. Тут просто пробел. Вот у тебя, да, парень. Горожанин, извини, просто, ну... Дальше. Дон Корлеон пишет: я не смотрю ТВ уже несколько лет, а уж тем более Первый канал. И такой... Да. Сургут, Рик Фильм: в июле хочу приехать в Казань, немного потратить денег. На вас или нет, нет написано. Не, отлично, нужно деньги тратить в Казань. Туристов нас очень любят. Для туристов есть очень много разной инфраструктуры. Пожалуйста, оставляйте свои деньги в Татарстане. Говорит, это понравилось. Вам и там. Они обе классные пишут. Все нормально, пишет горожанин. Все хорошо, давайте дальше. Рахмат, супер. Ага. К следующей новости.
Новость, как я ее называю, было же, что там парня за несколько дней? Как бросить парня за 10 дней? Да. А тут как воспитать нелюбовь к татарскому языку, я называю эту новость. В Казани. Классно, да. В Казани во время пандемии, когда все кафе, ну, во время самоизоляции, будем говорить, да, когда все кафе были закрыты, одну из казанских пиццерий оштрафовали за то, что на вывеске не была переведена одна фраза на татарский язык. На самом деле мы с Алсу топим за то, чтобы все вывески были переведены на татарский язык. Надо это учитывать. Но надо еще при этом понимать, что сейчас кафе, общепит вообще, они очень сильно пострадали. И штрафовать их за татарский язык в этот момент подло. И получается так, что у этих людей останется такой огромный бэкграунд ненависти к этому языку. Они, конечно, будут делать в следующий раз, да, не будут так ошибаться. И будут переводить на татарский свои вывески, но это будет сделано уже не от чистого сердца. Самое интересное, что на вывеске вся функциональная информация была переведена. То есть время работы, иш-вакыт, понедельник, душембе и фален. Была не переведена одна, ну, было не переведено название, ну, как переведешь название? И была не переведена фраза, что-то приходите за пиццей, что ли, ну, что-то типа такого. Ну, что-то новое они поставили, потому что поменялось вот во время пандемии, люди не могли уже к ним заходить, и они просто написали, что на вынос, да, работают пиццерии. Ну, что-то типа такого. Что-то такое, да. И они эту фразу не перевели, потому что, ну, они делали это тяп-ляп быстро. Вот такая фигня. Самое интересное, что в городе огромное количество вывесок, не переведенных на татарский язык. Ну, на самом деле, мы немножечко свою вину тоже чувствуем, потому что во время самоизоляции те, кто следит там за нашими аккаунтами, видели, что мы были ведущими акциями Татар-Селешем. И в одном из своих блогов мы рассказывали, что нужно делать с теми предпринимателями, которые не переводят свои вывески на татарский язык. То есть Алсу прям полностью сделала список. Базика. Алсу подготовила целый список по пунктам, куда надо идти жаловаться, как писать эти жалобы, куда, вот, как фотографировать. Короче, тот еще человек, понимаете? Не, на самом деле, я хочу сказать, что мы реально болеем за это, чтобы было больше татарского на улицах. Но не выборочно. Не выборочно? Да, не выборочно. Тогда всех штрафуйте. Да. Почему нет? Да. На самом деле, вот можно я свое мнение вставлю? Мне кажется, это было все-таки такая, типа, конкурентная штука. Кто-то настучал. Ну да, не то, что, может, настучал, может, он кому-то дорогу перешел, и просто вот решили придраться, типа, ну вот, просто к чему-то решили придраться. Вот, и тем самым пострадали и татарский язык, и кафе. Да. И это же все, опять-таки же в это время все выкладывают в Инстаграм, в соцсети, это все завирусилось, скорее всего, друг друга все репостили. И предприниматели точно. Да, у них есть наверняка свои общие чаты, где они общаются. И поэтому, скорее всего, все уже поднапряглись, и уже никому это не в радость будет в следующий раз делать. Но делать надо. Итак, пришли сообщения. Перебивочку можно? Рустам Давлетов пишет. Привет, в чем разница между крымскими и казанскими татарами? Во всем. Дальше. Ну, коротко уж ответьте. История другая, то есть мы были разделены, язык у нас... Ну, шығышлар... Корни. Да. Происхождение... Нет. Происхождение разное. Что, казанские татары? Ну, давайте я тогда коротко расскажу. Да. Этнически немножко разные, да, это были жители одного государства Золотая Орда. Когда оно разделилось, появились крымские татары, астраханские, казанские, сибирские и тому подобное. У нас, насколько я понимаю, кыпчакская группа тюркского языка, а у них вообще агузская. Да. И то есть даже языковом мы очень сильно различаемся. Окей. Дальше пишут. Рик Фильм Сургут. Говорят, в Казани слишком продуманные и меркантильные. Я не верю. Объясните, пожалуйста, как на самом деле пусть девочки поднимут этот вопрос. Я имел в виду девушек. Ну, типа, что все девушки меркантильные. Да, всем девушкам нужны только деньги. Что в Сургуте, что в Казани. Ну, ребят. Смотрите, на самом деле женщина ищет себе мужчину, который может содержать ее и ее детей. Все. Если этот мужчина не может этого сделать, она его не выбирает. Меркантильно ли это? Или Да. про безопасность? Это другое. Конечно. Меркантильность. А если вы не можете заработать денег, то не нужно искать гаиб башка кишлер. Ну хорошо, а можно тогда вот для ребят просто образ парня, какой он должен быть? Вот буквально 5 качеств.
Ну что, приезжает человек вообще из Сургута или нет? А у меня подруга из Челнов уехала в Сургут, он приехал как бы жениться на татарке и уехал с ней С татар. за лето. Пока у него не было. Так что у вас есть все шансы. Да, главное деньги. А сколько денег? Сколько? Вот прям горожанин пишет, сколько надо Ну, зарабатывать. кстати, тебе сколько надо в месяц, чтобы вот жить нормально, не ужимаясь? Ну вот если мне мой мужчина будет давать 30 тысяч рублей, Мгм. то я... Но при этом он должен еще для себя, для семьи заработать, а мне вот 30 тысяч. Ну, Если вот- меня зажуют, Нет, почему? У меня просто ипотека, мне нужно 40. Кто там хотел... Она с багажом, с ипотекой, оно вам надо? Квартира в центре Казани, не халявали. Ну, не знаю. Дальше пишут, Дарквуд, в Татарстане нужно граффити на татарском бомбить, только эстетично, чтобы и туристам нравилось. У нас, кстати, есть выпуск. Про граффити. Топ-5 граффити в разных городах, у нас там не только про Казань. Но на самом деле граффити на татарском у нас есть. Есть Мусаджали. Около татарское есть, на татарскую тему скорее, чем на татарском языке. Ну вот Мусаджали, анда татарша шахарлар yazılgan. Мгм. В Старо-Татарской Слободе тоже есть что-то на татарском языке. Ну да, очень хорошая идея, да, это нужная вещь. У нас сейчас делается, кстати, скейт-парк под парком Миллениум, и я думаю, что там будет отдельная площадка для граффитистов, и надеюсь, что про татарский язык там тоже не забудут. Окей, дальше. Горожанин пишет, люблю Казань, моя фамилия Абдрашитов, бабушка коренная, Козанла. Абдрашитов хорошая фамилия, мне нравится. Ты все что ли? Ты все уже, да? Дальше. А теперь переметнемся. Рики фильм Сургут пишет, блин, я влюбился в показывающую этот жест. Она занята, Рики фильм. Елар, Но Сургут дело такое. спасибо большое. Ну, действительно, я замужем с недавних пор. А вот еще тоже пишет, в Сургуте полно татар, в основном нефтянки. Ну, конечно. А значит, вообще. нефтянки, они точно смогут давать больше, чем Потому 30 что, тысяч. Ну, у нас же есть эти нефтяные факультеты, они здесь отучиваются. Вот этот сургутянин, который с Сургута, он в Казани учился изначально. Потом он понял, что татарки это классно, уехал туда работать и вернулся. Ну, в принципе, исторически там очень много татар и башкир, и не обязательно они учились там в Казани, в Уфе. В Губкино очень много татар учатся. Вот тянет татар к нефти, вот ничего не поделаешь, вот тянет татар к нефти. Есть еще что? Горожанин просто написал лосо и 2 смайлика, типа. Что? Ну, Карахмен, где же? Ну, обсудим. Пишите мне, Часики-то тикают. можно 25, да? Нет. У нас следующая новость. Эта новость прямо она касается всех регионов. Я думаю, нас смотрят не только в Казани. Многие регионы заявили о том, что переводят сабантуи в онлайн. Ох, что это коронавирус. Представляете, 2020 год онлайн сабантуи. Берен и с ними чего там? Нет этих обгоревших носов, обгоревших плеч. Не знаю, вот у нас с Алсу какой раз спор, у нее воспоминаний про Сабантуй это именно Жара. обгоревшие Да. плечи и нос, а у меня это грязь, дождь. Почему-то вот куда я ездила, никогда не было хорошей погоды. Ну, а теперь вообще идеально. Ни дождь, ни солнце, ни грязь ничего не помешает. Помешает только отсутствие креатива. Интернета. Нет, Если есть отсутствие креатива. Но его и не будет, Смотрите. его никогда не было. Ребят, на Сахалине будет сабантуй оффлайн. Там, да, они выйдут на улицу, там будет оффлайн сабантуй. В маленьких деревнях в Татарстане тоже в республике обещают сабантуй провести. Насчет казанских пока непонятно. Челны и Альметьевск сказали, что сабантуй у них не будет. Даже онлайн? Оффлайн точно не будет, не знаю, что насчет онлайн. Ну, наверное, в онлайн что-то придумают. Самый большой, ну, тот сабантуй, на который я возлагаю надежды, это все-таки московский сабантуй. Будет 4 июля онлайн. Там будет 7 разных площадок, в том числе и крэш, и кулинарные мастер-классы. Ну, спорт, естественно, на самом деле, концерт. смотреть по телевизору комфортнее. Да. Потому что, когда я слушаю, как объясняет какой-то грамотный человек, что происходит, там, и эмоционирует, то мне интереснее смотреть, чем просто, вот я не понимаю, что происходит, потные мужики трогают себя за какие-то места. Это не очень. Отличился Новосибирск. Мы эту тему тоже недавно обсуждали. Сибир Сабантуй онлайн, он у них будет идти, по-моему, целый месяц.
И сегодня у них прошел первый эфир. Ничего личного, просто констатация фактов, как я это увидела. Я знаю новосибирских татар, общаюсь с ними, прекрасные люди, но что-то пошло не так. Сегодня был первый эфир, было торжественное открытие. Перерезали ленточку. Да если бы, лучше бы они перерезали ленточку. Было двое ведущих, мужчина и женщина. Сначала они на татарском прочитали стихи, а потом решили пообщаться на русском. Причем это склейка, они у себя дома это записывали. Было примерно так. Лейля, а ты была когда-нибудь на Сабантуе? Сабантуй для меня это самый важный праздник в году. Да, его любят все татары. Вот это вот так продолжается где-то примерно час. А татары не могут не любить Сабантуй. Кто писал диалог и кто им ставил это придыхание? Я знаю, но не буду называть имя этого человека. В общем, было вот такое вот Лайв-видео. Нет, это было не лайв, это было Ты имеешь в виду, записано. что лайф я в кавычках имела в виду, что это вообще не жизненно. Абсолютно. А потом начался концерт Сабантуй Сильбисы. Там была нарезка номеров, но они были как бы записаны. Да. Ну, каждый записывал у себя дома. Кто-то пел, кто-то плохо пел, кто-то играл на фортепиано, кто-то читал стихи. И все это было записано не в самом лучшем качестве, так скажем. Ну, дома кто смог, как смог записать, так и смог. Ну, ладно, дома. Я так понимаю, что у них есть какое-то подворье, где вот татарский домик, потому что одно из кусков видео, где было вот это вот приглашение торжественное открытие, было записано на этом же фоне, где потом пели артисты вот этого культурного центра. И я так поняла, что у них нету штатива, потому что камера делала вот так, и фокус перебегал, там 6 женщин пело, и фокус перебегал с разных женщин. Ребят, онлайн это классно, супер, да, но нужно делать качественно, потому что... Это ты сейчас говоришь? Людям, которые делают прямой эфир на коленках, вы реально хотели сделать намного Ребят, круче. у нас нету такой базы, как есть у тех же самых культурных центров. Вот честно. У них микшерский пульт есть, да? Конечно, у них сабвуфер есть. Нет, ребят, вот честно, допустим, что нам, вот какая главная задача глобально должна быть у татар, как я думаю, чтобы весь мир знал и слушал, пусть татарские песни, ну, как бы самое, да, простое, там, фольклор, знал про татар, знал, что вот есть такие люди, они делают качественный контент в сети. Потому что если я наткнусь на какой-нибудь казахский концерт, и это будет сделано некачественно, я переключу, ну, все так сделают. Казахский? Ну, любой, ну, якутский. Ну да, просто нам сейчас надо работать, большинству из нас, нам тоже, в том числе, Да, конечно. над качеством. Это значит хороший звук, хороший свет, нормальная передача, монтаж. Штатив. Штатив мы купили. Штатив Хорошие новый. ведущие, грамотные. Хороший фон. Да, кстати. Интерактивный. А микрофон сказали, я уже забыла. Да. В этот раз сказали, да? Сказали. Радик 2 раза зашел. Лайк тебе. Еще есть сообщение немножко. Давай. Рик Фильм в Сургут. Вот классный чат, когда вы отвечаете. Продолжайте в том же духе. Но просто пойми, Рикфил, это будет в записи, потом другие люди будут это смотреть, и это уже будет не онлайн. И они такие, а с каким чуваком они общаются? И твои сообщения там будут уже не видны, к сожалению. Почему-то YouTube убирает такие сообщения, которые писали в чате. Их не видно. Ну, поэтому Айнур их читает. Дальше. Девочки умные и веселые. У нас в Сургуте все какие-то серьезные. Все. Вы попробуйте поставить камеру и включить свет. И все сразу... Но засветятся. в Сургуте просто большое количество времени нет солнца, тяжело. Хотя вот мне, когда у нас были дожди, Ульсьер, я говорю, почему, говорю, в Сургуте лето, когда у нас, блин, дождь? А потом у них комары, а потом машкара. А потом холод, свинцовый холод. Зато шоколад. Тағын бар ма? Динар Тагиров. Почему бы не провести один большой онлайн сабантуй, задействовав весь креатив и бюджет на всю РФ? РФ это Российская Федерация. Суши, пулешекелер, окшам уялмыйшы. Ике татар булган жерде үч фирка туа дилер. Кстати, такая же. Я сейчас уйдем от темы. Просто Лейле хочу сообщить одну новость. Я тут... Пока не слушай. Да, не слушайте. Я тут заинтересовалась евреями.
вообще, ну, их история, их религия, это очень интересно. Они Оказывается, у них есть из такая же, Кыпчаков вышли. у них есть такая же поговорка, типа «Ика татар буланжи да, ишфиркату», а там, где есть два еврея, появляется три что-то там, я забыла, что именно появляется, но смысл Ну, один в раздор, один. раздор, да? Я слышал, 2 татарина, 3 хана. Такое. Ну, смысл, да, такой же остается. Да, идея очень крутая, нужно объединяться, но как бы- Амбиции у татар очень сильные, у всех поломанная психика, если это мужчина, тем более мужское эго потоптанное, и если им дать хоть Кто его чуть-чуть топтал? власти, ну, они сами себя, блин, мамы, ты же знаешь, какие властные мамы. Вот, и потоптанное вот это мужское эго, и дает им чуть-чуть власти, все сносит башку моментально. Неумение делиться, неумение делегировать. И все чувствуете, как наболело. Ну, слушайте, Поэтому для этого, не для этого разве создавался Всемирный конгресс татар? что мы подрались. Чтобы потоптанное эго немножко поднять. Нет, ну чтобы вот объединить и сделать Нет что-то такого общее. людей, вот я сегодня с тобой разговариваю по поводу земли, но тут надо уже на татарский народ. Нет такого, что сделать это ради татарского народа. Все делают ради себя. Да, А согласна. тут временно надо забывать о себе и делать просто тупо для народа. Как Классно, круто, да. То есть мы ничего не ждем, ни денег. Я славы жду. Я просмотров. Ну, я очень хочу, чтобы видео И маме вашей лайков. было показано. Есть еще что-то? Да, конечно, тут много. Круто. Дон Корлеон пишет, у нас в прошлом году был федеральный Сабантуй. Я как раз из НСК. НСК это, скорее всего, Новосибирск. Был. Мгм. Все? Большой комментарий от вас, конечно, на этот. Нет, ну да, был классно. Дарквуд, нужны профессиональные студии, звукозаписи, видеомонтажа на хорошем уровне. Они есть, просто как только они становятся хорошим уровнем, они просто начинают делать другой контент, Да? который, на котором больше денег, больше просмотров, больше славы. Дальше. Ильдар Бекмансуров. Однажды моя дочь позвала мою маму Абием. Так мне женщина, которая услышала это, сделала замечание, типа «Нинди Аби», «Давани» правильно, ахаха. В наших краях вообще никогда свою бабушку Давани не называют. Я тоже не называю свою бабушку Дауани, всю жизнь Абием. Ну, как бы для нас это нормально. А у нас вообще на ней и Кортатай. Ну да, и Кортаби. А еще бывает, да, Давани, Давати. Да. Не, на самом деле, как-то мы с папой тоже на эту тему разговаривали, и он рассказал теорию, не помню, какой-то из писателей в своем произведении это расшифровал. Смотрите, дети оставались дома с отцовской стороны, Мгм. да, то есть мальчик остается с родителями, и его родители это девани и девати, потому что они живут в их доме. Мгм. А с маминой стороны Эби и Бабай, потому что они дальше, ну, он вот так это расшифровал. Но на самом деле, еще папа говорит, это от района Да, зависит, да, и в да. каждом районе по-своему называют. И делать замечания Вот, это ребенку. самое ужасное. Ну, вообще делать замечания, ну, честно скажу, я грешна, я тоже раньше так делала. Подсмеивалась над теми, кто неправильно говорил на татарском. Ну, например, Особенно- Сина, там, ну да, они так любят. Особенно над мишерами. Но я поняла, что нет, так делать неправильно, и хочу вам тоже сказать, что так делать неправильно. Силяшсиннер. Иң мөһиме силяшсиннер. Татар теле... Акыл сатырга үйренербез әле, өлгерербез. Татар теле әле бераз яшәсен әле. Дарквуд пишет, анекдот. Да, ладно. Неожиданно. Судились как-то татарин и еврей, в итоге судью засудили. Гы. Я думаю, на флешке с анекдотами, которые к столетию этот анекдот добавил. У нас Иней Отай. Мгм. Иней Отай или Иней. Ну, это, видимо, башкорт Ява. Ну, возможно, да. У всех свои местные диалекты Да? У кого-то северо-западный диалект. башкирского языка. Все, можем дальше к новости. Конечно. Чем известен Институт истории имени Шихбуддина Марджани? Задается вопросом наш канал Татартел. Да, кстати, в Телеграме у нас есть канал Татар-Тел. Который видит Алсу, он живой, он классный. Алсу очень иронично подает новости, даже в текстовом формате. не Сейчас только- деанонимизировала авторов Да, нашего... вообще. Что я сделала? Я не знаю это слово. Раскрыла А. авторство. Ну это Алсу, да, не я. Да ладно, мы там все по чуть-чуть пишем. За нами уже выехали. Так вот, ребят, в Татарстане есть Институт истории Шихбуддина Марджани. Пока еще есть. Его возглавляет Рафаэль Хакимов, какое-то время был советником Шаймиева. И именно при Шаймиеве начал работать этот Институт истории.
Сейчас возник вопрос о реорганизации этого института. Сначала все сполошились, что его закроют, потом присоединят к Институту археологии. Теперь говорят просто о реорганизации. К этому можно по-разному относиться. Есть очень много теорий, почему это делают, что не так сделал руководитель, зачем вообще нужен этот институт. Но я считаю, что если структура работает, А она работает. да, Очень много трудов выпускает сделано. газеты, выпускает журнал. Самый большой респект и уважуха, как говорится, да, за их научпоповские ролики. Они есть в Ютубе, мы про них тоже Про говорили. они тоже делали, да? Про ТАССР они сделали краткую историю татар за 15 минут. Нужны такие ролики и нужен такой контент. Ни один из научных институтов Татарстана такого не делал. И совсем не факт, что когда этот институт реорганизуют, кому-то присоединят, это дело продолжится. Сейчас есть... Эшләгән җирне, әйеме, үзгәртеп йөрмиләр. То, что работает. Ладно, если бы это не работало. Какие-то сомнения были бы, да? То, что... Нет, сомнений у тех, кто задумал эту реорганизацию, сомнения, конечно, есть. Сейчас есть петиция в интернете, типа, за поддержку этого института. Самое интересное, что зарубежные ученые тоже высказываются в поддержку этого института и говорят, что да, нужно его сохранить, он должен работать. Посмотрим, как будет эта история развиваться дальше. Мое личное мнение, я думаю, что Лейла меня поддержит, что то, что работает, должно продолжать работать. Ну и главное, найдите эту петицию, подпишите, репостните, расскажите своим друзьям то, что этот институт надо поддержать. Ты думаешь, петиция работает? Ну, знаете, у кого-то даже, вот если он будет что-то делать, уже будет мысля, что вот такое количество людей с его действиями была не согласна. Он хотя бы это будет знать. Лучше после того, как закончится этот эфир, на ютубе найдите ролики Института истории Марджани и посмотрите их. Это обязательно, это уже точно без комментариев. Несемда. Ребят, эту новость мы тоже в нашем телеграм-канале освещали. В Татарстане запущен конкурс IT-проектов. Вау! Передовой IT. Да. Татарстане. Там есть несколько номинаций, типа онлайн-урока, какой-то там образовательной платформы. Классно, но... Подарки? Да. Они супер крутые. Ну-ка. Нет? Подарок, он есть, он сейчас на фотографии. Я вспомнила, точно. Отберут лучшие 10-15 проектов, и авторы этих проектов получат... Все готовы? Их прокатят на белом лимузине по Казани. Нет, классная идея. Да, Нет, прокатать-то можно, но что-то сверху-то надо что положить, нет? Сверху лимузина? Нет, карман там. Ну смотри, у них как в положении написано, что будет гарантированная поездка, но и в положении они тут же обращаются к потенциальным спонсорам, кто хотел бы поддержать этот проект, этот конкурс, может какие-то подарки пожертвовать. Сертификат на треугольнике, например, в Шмаке, да? Да? Поездка в Свияжск. Или сертификат в бассейн. Вот смотрите, опять классная идея. Да, нам нужно развивать сферу IT, сферу татарского IT, нужен татарский контент. Но что-то опять идет не так. У них просто лимузин, что ли, есть бесхозный? У них спонсор уже один есть, это прокат лимузина. Спасибо, прокатывать. Нет, на самом деле, я просто смеялась не потому, что это ужасно. Я с удовольствием покаталась на лимузине. Блин, не за такой труд. Да, это же труд. Да. Я вот сейчас хотела призвать айтишников поучаствовать в этом конкурсе, но уж вот... Просто от души, просто позывающим. Нам подсказывают, что есть интересный комментарий. Включение. Итак, вот Рикфильм Сургут пишет: как только Татарстан станет государством, сразу переберусь к вам. Но я бы хотел сразу ответить на комментарий, что Татарстан и так является государством в составе Российской Федерации. Конституция Республики Татарстан говорит, что Татарстан является государством. Динар пишет: будет обидно, если РТ станет государством, а мы, татарские районы РБ, так и останемся губернией. Ахаха. Ну, во-первых, вы, наверное, не татарские, а уже северо-западные. И разговариваете
говорите на северо-западном диалекте. К сожалению, да. А во-вторых, Башкирия и Татарстан все-таки де юре тоже оба государством являются. Но все равно вы ответьте. Ну что, ребят, Башкортостан, держитесь. Ну, смотрите, это вот извечный тоже вопрос. Татарам переезжать в Казань, в Татарстан, либо оставаться у себя в регионе. Мне кажется, точного ответа на этот вопрос нет. Каждый отвечает сам себе на этот вопрос, насколько ему комфортно Ну, ты же переехал. татарину жить. Поэтому у меня нет точного ответа на этот вопрос. Удобно. А я всех призываю переезжать. Будет тяжело, стрёмно, но... Но в Башкортостане еще хуже. Просто Айнур переехал из Башкортостана. Я просто сижу тут, знаете, понаехавшую, да? Я как, ну, кстати, скажу, что я не коренная казанка, да, но неважно. Да. Но Конечно, я келе бутырдың біздің Питреш районында. Мен Казанда туған была имя, онда өскен, и не надо к нам приезжать. Мы не Казань не резиновая. Нет, Лейла скоро просто уедет, освободится местечко, и его сможете занять. Да, будем обмен татарами на планете. Это энергия, как там, это же Эйнштейн даже говорил про это, что татары вот так меняются. Давай к следующей новости перейдем. Эйдекс. Хотим рассказать вам про еще один татарский проект. Конкурс, опять-таки же, Да. звезд татарской эстрады. Нет. Начинаешь. Те, кто хотел бы попасть на эту татарскую страну, конкурс называется «Татар Стар». Главный приз тут не поездка на лимузине, а клип и раскрутка в соцсетях. Вот это... А в клипе можно лимузин использовать? А вдруг? Ну, возможно, если договоритесь про как. Если поименно убрать, Да. А то не сможет проехать. Ну, смотрите, приз съемки клипа и его продвижение. Вот сейчас, внимание, в соцсетях Республики Татарстан. А у Республики Татарстан есть соцсети, что ли? Ну, Может это быть, она- портал президент.татарстан.ру, может быть. А может, они свои аккаунты так и хотели назвать? Но я думаю, что, типа, в соцсетях, ну, как бы всем известных, там, ВК, Инстаграм, может, это в Одноклассниках продвигается, но именно вот по Республике Татарстан. Хотя зачем ограничивать? Это очень непонятно. Конечно. Возраст, пол, язык исполнения песни, никаких ограничений. Ты певец или певица, блогер или таксист, студент или бизнесмен, неважно. Ты поешь любительски или профессионально, отлично, ты подходишь. Класс! Давай споем что-нибудь. Прям Давай. захотелось. Давай. И? Круто ты... Ты звезда! Ты звезда! Ладно, это наш общий юмор, вы не поймете. Смотрите, все было круто, опять-таки, пока не начался первый прямой эфир. Сидят в жюри. Ну да, сидят жюри, среди них есть народная артистка, есть популярный исполнитель, есть продюсер. Когда в конкурсе нету точных критериев, это очень странный конкурс. Потому что человек может петь хорошо, но при этом совсем там не обладать хорошей камерой, чтобы записать себе Звук видео. плохой будет, Да. да? Подача пока не хромает, Да. да? То есть он сел и спел, а другая как плохо поет, ну, например, в костюме, там, с хорошим светом и такая. С перьями. Да, С перьями, обязательно. А как без перьев? Татарская эстрада без перьев. действительно. Стразы, больше страз. Вот, и сразу первый эфир вызвал очень много таких комментариев, типа, ну что, к чему вы еще будете придираться? К цвету обоев или к размеру обуви? Ну, действительно, это так со стороны и выглядело. Но, как бы, это было «Алло, мы ищем таланты», но в таком странном исполнении. Непонятно было, они ищут готовую звезду, или они ищут того, кого они научат и вот, ну, как бы будут А как заниматься бы этим было круто человеком. взять человека, который имеет слух, да, голос, и просто сделать такой реалити, там, в течение полугода мы сделаем из него звезду. Да, И вот за было этим бы прикольно. все сидели. Было бы, ну, чем какой-то конкурс. Да, Ага, какой- Окшен Тригенер тоже, наверное. Ну, наверное, прямые эфиры все-таки, у них было оборудование. Картинка была качественная. Это классно. Уже хорошо. Ну, а Давай. Ну, вы говорите, что У нас комментарий тайм. пойду сделаю намаз, потом присоединюсь. Очень интересно. Рик Филм.
человек читает намаз и присоединится, ему очень интересно. Динар Тагиров пишет, мне на самом деле обидно за республику Башкортостан и то, как здесь легкомысленно обращаются с национальным самосознанием. Да, я как человек с Башкирии тоже хотел сказать, смотрел, как написано официально про деревни, из которых мои родственники. Там написано, что это башкирские деревни, население 100% башкиры. Я звоню бабушке, я говорю, бабушка, у вас в этой деревне есть хоть один башкир? Она говорит, лет 300 не было. Вот, это к этому. Будете что-то Динару отвечать? Ну, Динар, надо что-то делать. Ну, это политика людей, Да. которые стоят во главе Башкирской республики, и они делают свое дело. Ну, Делают ее правильно по С их точки с зрения, их да. точки зрения. Они хотят, чтобы башкир было больше, чтобы было больше дотаций, чтобы народ больше уважали. Чем численнее народ, тем это мощнее структура, да, считается. Поэтому они записывают татар башкирами. А если татар это устраивает, ну, если... Да, если никто не возмущается. Может быть, нужно как-то об этом заявить, что-то сделать, ну, в рамках разумного и в рамках разрешенного законодательства Российской И Федерации. коронавирус. Дальше. Гари пишет. Казанский снобизм всегда умиляет. Мин Мишель. Бигзур Рахмет. Мне разрешили разговаривать на родном мишарском. Так она не казанская, блин, она из Тольятти, я казанская. И я тоже разрешаю вам говорить на мишарском. На самом деле цоканье очень даже приятное и умиляет. Да, я согласен, казанский снобизм есть, но если Но вы... не у Лейлы, скажи, что Нет, не если у просто, Лейлы. я тоже, мы все приезжие, если вы приедете, тут в Казани, кто занимается татарскими проектами, никого местных казанских почти нет. Все приезжие. А мишарляр, кстати, их тоже очень много, но они... Мишерлер татарның каймагы. Да, но они здесь говорят как бы уже на местном диалекте, они не чикают, не цыкают, ну вот, но помнят про свои мишарские корни. Так Всё. что уколемегіз, Зинхар. Я... Қонаққа келесіздер. Колясын. Дальше идем. Бейлі У нас тек қайғылары білім төле. У нас тут чай, если что. Не надо. Хорошо, что ты уточнила. Кстати, у нас на Сабантуях, Мгм. когда перестали продавать алкоголь, И меньше его народу. в таких чайниках начали проносить. Ну, тут олар ішмей. Юг, татарлар әулие бит ул. Конечно. А смотрите, мы хотим перейти к нашей рубрике, где мы вам советуем, Советуем. да, что посмотреть, что почитать и что послушать. Первое это радио, это Милли, национальное радио, Милли радио Китаб. Мы говорили о нем, когда его только планировали запускать, и вот оно запустилось. Там уже 1000, по-моему, есть скачиваний на Play Market этого мобильного приложения. Я тоже его скачала и попробовала послушать. Мәсәлән, Ләйләнең әтисе бик яратып тыңлый аны. Мин дә тыңлап карадым. Меня хватило минут на 20. Я очень люблю ретро-музыку татарскую. Но она прям реально крутая, которая в советское время, с джазовыми аранжировками, очень круто. Но вот я начала слушать, первая песня такая, вторая, третья, и я сейчас думаю, сейчас вот минут 5-10, и будет эта песня. Биргенсен Сильвия. И она была. И она была буквально через пару песен. Я к чему? А прикинь, этих песен же не так много, а они каждый день одно и то же получается крутят. Ну это же ужасно. Ну, песня, ну, как бы, ну... С другой стороны, нету вот этой вот попсы, от которой многих воротит. Но когда это однообразно, опять-таки, если это одна попса, это надоедает. Если это одно ретро, это тоже Ну, надоедает. среди попсы тоже можно найти какие-то интересные есть, конечно. работы, и их тоже можно включать, чтобы Да. разбавлять вот этот вот сок, да? Потому что когда ты пьешь очень сладкое, Мгм. хоть это и вкусно, да, но хочется запить просто водой. Дайте нам просто воды. Да. И еще почему я выключила это радио, потому что на дворе 2020, Мгм. а там примерно вот 1983. У нас еще нет. Сіз Китап радиолюлкандарында. Ну, как бы есть у этого своя аудитория, есть, но она довольно ограниченная, и как бы молодежь этим не привлечешь. Но надо же привлекать к этому молодежь. Вот я сейчас тоже пытаюсь с папой разговаривать на эту тему, и он говорит, нет, наша аудитория старички. И я говорю, ну блин, они скоро, ну, Да. они не вечны.
А продукт надо продолжать делать для кого-то. Ждать новое поколение стариков времени нет. Надо омолаживать тот продукт, который есть у нас, да, а при этом делать понятным его для взрослого поколения, но удобоваримым и для молодежи. Вот как-то так. Конечно, когда диктор говорит да, голосом Левитана, грустновато. В этом плане, вот, например, Шаян ТВ, они прям делают все для своей целевой аудитории. Мне кажется, Как они для очень... детей, да? Да, мне кажется, они очень хорошо в нее попадают. Шаян ТВ, смотри. Пора, буларсамин шеп бала. Нет, Шаян ТВ нам не платит, Китап Радиосу тоже. Ну, как бы я советую послушать это. Может, вам зайдет, Да, действительно. да. Или вы услышите реально красивую классическую вот именно эстраду. Да, и еще татарскую речь вы услышите хорошую. Это тоже важно, если вот, например, вы хотите начать говорить по-татарски, там что-то у вас какой-то затык или какие-то там словарного запаса не хватает, это тоже прекрасная для этого вещь. Потому что, ну, если у вас нету среды вокруг вас, можете хотя бы вот радио. Таким слушать. образом создавать среду Да. самостоятельно, слушая онлайн-радио. Да. Еще что мы вам хотим посоветовать посмотреть, это уже на Ютубе. Появился новый канал, он называется «Новая Тартария». Новая Тартария, да. Там пока еще только одно видео. Этим каналом занимается Эдуард Хайруллин, это бывший пресс-секретарь Рустама Нургалевича Минниханова. А это что-то значит? Да, ну он достаточно профессиональный, Интеллигентный. да, и профессиональный журналист. Он рассказывает как раз-таки про декрет о создании ТАССР. Надеюсь, что это не единичный проект, а эти видео будут продолжаться, и он будет рассказывать про какие-то исторические моменты республики. И там же он рассказывает про новую книгу, которую они выпустили, тоже к столетию ТАССР. Там очень много фото, очень много архивных документов. Классное видео, всего 4 минуты. Зайдите, посмотрите. Есть пару комментариев. Включение из-за... Дарквуд. Пусть обратят на челябинских башкир, а то они выброшены из истории, о котором не пристают. Кто должен обратить внимание? Ну, Башкортостан. Башкортостан. Кстати, да, вот в этом плане Татарстан достаточно вот активно свою экспансию продвигает, да. Татары в регионах, они прям, сегодня мы про это уже говорили, они причастны, себя чувствуют причастными к столетию ТАССР, а челябинские не только челябинские, вообще много башкиров в других регионах. Да, как-то они... Но им проще работать только на своей земле. Да. Ну, на самом деле, я вот в Питере, у башкир была очень крепкая организация. Организация, да, но как они с Башкортостаном общаются, с Уфой? Хорошо общаются, то есть они там, ну, проводят там не башкирскую культуру, еще что-то. Ну, примерно плюс-минус, как у Ну, татар. это Питер, а в Челябинск суровый. Не знаю. И очень часто в регионах, и очень много это в заграничных странах, есть не татарская организация, а именно татаро-башкирская. Да. Но да. никогда нету башкиро-татарской. А? Ссылки на радио в студию по ЖЛС. Ссылки на, Китап FM. Да, Китап FM. Да. Знаете как? Потом будут, в общем, в описании Да. видео будут. Да. Дальше. Татары и татарочки, Татарлар без Татар Нейшн пишет, как относитесь к патриархату, к многоженству? До создания совка в скобках СССР у татар было многоженство. Но многоженство практикуется и сейчас, не только у татар, но и у мусульман тоже. Не все мусульмане татары. Патриархат прекрасный, я считаю. Иркаши Бош, Хотам Касмуян. Это всегда так было у татар, по крайней мере, всегда. Вот сколько у меня семей, да, сколько я людей общаюсь, женщина, она решающая. Вот это вот. Она поворачивает куда-то. То есть мужчина внешним, как бы, когда он вне дома, он главный, он как будто бы все решает, но возвращаясь домой, он советует со своей женой. Большинство случаев, по крайней мере в нашей семье так принято, деньги у женщины, и она уже распределяет бюджет. То есть у меня такое видение картины семьи. Но сейчас, когда я сама уже делаю семью, то у меня патриархально. То есть я считаю, что мужчина главный, пускай мужчина зарабатывает. Я замужем. Слово замужем просто и легко расшифровывается за мужчиной. Вот, я так себя вижу. Но это от женщины же зависит. Если женщина готова, чтобы у мужа была вторая жена, например, или быть самой второй женой, если у нее никаких претензий нет, то welcome. То Сан-Тропе. За Сан-Тропе, ну да, мне это. Короче, но на самом деле на законодательном уровне это запрещено. И если это запрещено на законодательном уровне,
Ну, слушай, на законодательном, да, но это же религиозный вопрос. И пойти прочитать никак тебя не Да, считает да. неясным. Кто не в курсе, в Татарстане это распространенная практика. Ну, Люди даже читают... не только в Татарстане. Ну, не только, ну, не Ну, знаю, у нас... ну, Я знаю ну, только здесь, то, что люди никак читают, и там по несколько жен. Но, например, вторая, третья жена уже не защищена правом юридически, да. То есть, если что-то случится с мужчиной, все вот останется первой жене и детям из первого. Ну, Лейла, как всегда, про деньги. Про это надо думать. Нужно Это говорить сейчас, про это и не стесняться. Хихоньки и про это говорить. хахоньки сначала, а потом, знаете ли, жопа подгорает. Простите. Запикаешь потом. Дальше пишут. Куда уезжает Лейла и почему уезжает? Я очень люблю жить в разных местах мира. О, сейчас Подолгу. начнется. Меня- Я была на Меня Бали. спрашивали. И вот сейчас Была настало в Турции, в время, Египте. когда я хочу пожить в другой стране, если это получится. Пока Белоруссии. я еще не выбрала. Минск тоже есть. в Минск планах, прекрасный да. город. Туркменистан, у них президент диджей И писать. и выиграл всех в чемпионате Диджей, по программированию. Еще горожанин пишет, Алсу, ты готова слушаться меня? Обсудим. Тут просто часики уже так тикают, что у меня звон в ушах. Так что, горожане, гни свою линию, у тебя все получится. Натурно усыновлю. С лица воды не пить. Ты вообще все поговорки мира, что ты знаешь? То, что касается замужества, да. Есть еще что-то? Все. 2 дизлайка кто-то поставил. Потому что мы смеемся громко, да? Признайтесь. Смех продлевает жизнь. Давайте попросим, кто дизлайк поставил, напишите почему. Что вам не нравится. Азат дизайк хороший. Шапкипеляр битый. Думаешь? Так, еще инстаграмные новости, мои любимые. Почему? Потому что я работаю в Инстаграме, и там есть такая функция, как маски. И наш знакомый, Азат, его зовут же, да? Мгм. Азат, сделал маску с переводчиком русско-татарским. Сначала появляется русское слово, и тебе надо найти, быстро за 15 секунд найти татарский перевод. Вспомнить. Я больше того скажу, он сделал еще и обратную маску. С татарского на русский. Да. Обалденно. Ну круто. Но это сейчас одна из самых популярных масок вообще татарских. Ну, человек в тренде. Почему столетие СССР не так популярно? Потому что маска стрёмная. Я ее один раз воспользовалась, и все. Хорош. В день, когда поздравляла. Вот, это пример хорошего контента, актуального контента и то, что может стать популярным. Лейла мне говорит, что в ТикТоке тоже очень популярна татарская тема. Поэтому мы скоро поедем в деревню и будем... Крутить коровам хвосты. И будем снимать контент деревенский. Потому что татарский контент равно деревенский. Нет, мы так делать не будем, потому что мы на самом деле топим за то, чтобы татарский контент был разным, чтобы появлялась городская культура татар и современная культура. Татары это не только деревня, ишпушмак, сыер, хэм аул. На самом деле это у нас довольно намного шире культура. И Чек-чек, козылык, что там еще? Сабантуй. И нужно рассказывать об этом людям. Да, татары, то, что татары-колхозники появилась только в Советском Союзе, это тема. Да, и большинство татар, которые приезжают из деревень с красивым татарским языком, стесняются на улице, говорят на татарском, потому что кто-то им в голову вложил, что татарский это колхоз. И когда вот язык отменяли в школах, в деревнях проблем почему не было? Потому что, ну пускай мы на татарском и дома поговорим, да там на русском он научится без акцента говорить. Вот такой вот резонансный момент. Рик Филм пишет горожанину на Алсу, ты готова слушаться меня? Он пишет, горожанин, аккуратнее. Он Алсу лучше знает, да? Чувствую даже, что аккуратней. Почти замуж отдали за девочку. Есть еще что-нибудь? Друзья, Мне только захотелось спеть песню Туй Кюне, знаете? Той күлмәгә килгән кыздан көнләшеп ләүләрлек. не, надо
Аделю позвать, чтобы нормально спела, а не то, что, знаете, козлетоном каким-то. Горожанин пишет, что уже на полпути в Казани находится. Вот. Ну, отлично. Заезжает к Отлично. тебе домой и ждет. Хорошо. Нет, Хорошо. чтобы я пустил, он не пишет. Так. Прикинь, Извини. испугался такой чувак. Остановился, тормоз, развернулся, давай поехали. Друзья, новости на этом завершились. Нам было очень приятно с вами пообщаться. Прямой эфир сложился не таким, как бы, грамотным, Предполагали. да, как мы ожидали. Но Айнур обещает, что к следующему прямому эфиру мы будем уже с микрофонами, что у нас будут красивые заставки, что будет такой вот... Слушай, ну лучше, чем вот этого. ну, А мне очень кажется, тяжело. записать много раз. Записать вот это, и вот заметь надо. Друзья, да, делайте такие заставки. Это будет наш ТикТок. Я- Мадасур Лара, когда следующий выпуск? Очень интересно, друзья, пишите в комментариях, когда вы хотите нас видеть, как часто, раз в неделю. Бритоп корот нога было бы шикарно. Я вот И считаю. кат на габер. Идеально. Я хочу призвать наших зрителей подписываться на наш телеграм-канал, он называется также Татар-Тель. Я призываю вас присылать нам какие-то интересные новости, потому что вдруг мы что-то пропускаем и что-то у нас не входит в наше обсуждение, в наши передачи. Если хотите заменить кого-то из ведущих, то Лишь замуж выйдем, она уедет, не переживайте. тоже Я пишите уеду. нам об этом. Спасибо, что нас смотрите. Мы все-таки продолжаем вас призывать не забывать про донаты. Конечно. Ссылочка тоже будет У нас в появилась описании. классная идея. Вот сзади у нас сейчас плакат, да, он такой рукодельный, но в следующий раз, если придет очень большой донат, и в нем вы укажете, что вы хотите, чтобы было написано на... Какую-то фразу, может быть, вы хотите что там увидеть. А возможно, какую-то там поговорку или что-то смешное, В пределах разумного и разрешенного законодательства Российской Федерации. то мы с удовольствием напечатаем красивый плакат, выложим его здесь, и потом пришлем его вам. Донаты от 1000 рублей. Я не хочу вас расстраивать, но, видимо, время закончилось, и трансляция уже завершилась. Я только сейчас не понял, в какой момент. А нет, она идет вроде бы. Ну тогда Всё давайте нормально. прощаться. Так, быстренько, тут написали. Всю трансляцию смотрел и улыбался, пишет горожанин. Класс. Приятно. Ему Дон Кролен пишет, раз в неделю можно вас потерпеть еще. Но! Спасибо. И горожанин пишет, родная речь, хоть и чуть-чуть, родные лица, родные улыбки. Бигзур Рахмет, Караганыңызға. Спасибо, что смотрели нас. Обязательно покажите это видео своей маме, своей бабушке. Обязательно съездите в деревню и посмотрите. Я думаю, мы нравимся бабушкам. Да, и мы еще нравимся сургутским парням. Всем в Сургуте покажите это видео. Нет, и саратовским, всем, И у кого, всем в Саратове всем, у кого тоже. город начинается на букву «С». Сарытауға бик зур сәлем, Сарытауда менің бик көп достарым яши, аларға бик зур сәлем. Все?